И туган тел, и матур тел, әткәмән кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек шул тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, и матур тел, ярдәмең белән синең кыш кынадан аңлашылган, шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, и матур тел, әткәмән кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дорогие друзья, все наши уважаемые гости, Национальная библиотека Удмуртской Республики рада приветствовать вас в этом уютном зале Удмуртской государственной филармонии. И, конечно, с первых слов мне хотелось бы выразить слова благодарности администрации Удмуртской государственной филармонии, лично Алексею Юрьевичу Фомину, директору этого учреждения, за то, что нас так гостеприимно, так радушно здесь приняли. 2015 год объявлен президентом Российской Федерации годом литературы. И, конечно, наши такие встречи, они не случайны. И хотелось бы сказать, что и библиотеки как раз являются тем связующим звеном между писателем, книгой, читателем. И, конечно, наши такие встречи проходят не только в год литературы. Но, тем не менее, сегодня это очень важно, что еще раз наше государство, президент, правительство подчеркивают значимость литературы для страны, для каждой личности в отдельности. И в год литературы встречи у нас проходили, конечно, наша республика многонациональная. И с писателями, конечно же, удмуртскими писателями. И у нас была встреча с представителями армянской, чеченской литературы. Происходило знакомство с этими литературами, может быть, не столько выраженное. А что хотелось сказать сегодня о Дне татарской литературы? Я вспоминаю вообще свою деятельность в отрасли культуры, и мне всегда было очень приятно работать с представителями татарских обществ. Почему приятно? Настолько всегда дружные, настолько уважающие и почитающие свою культуру, историю, и в то же самое время очень уважительно и почтительно относящиеся к культурам других народов. И я считаю, вот это самое главное. И то, что мы знакомимся с литературой, с культурой других народов, это только нас с вами взаимно обогащает. Я желаю вам всем сегодня приятных встреч и приятного времяпровождения. Спасибо. Хочу сказать, что любой, наверное, народ гордится тем, что в творческой деятельности, что писателей, что композиторов, не живут и писатели, композиторы только на территории своего Татарстана или Удмуртской республики. Богатство то, когда у нас творческая деятельность позволяет человеку себя раскрыть и на территории Удмуртской республики. И уверен в том, что у нас сегодня есть на территории Удмуртской республики писатели, татарские писатели, которые широко и ярко себя прославили именно в своем творчестве. А я горжусь тем, что, будучи родом из Татарстана, что рядом с нашей деревней, в деревне Сосна, похоронена мама Габдуллы Тукая. Эту историю я всегда помню, знаю и чту. И поэтому, живя, когда мы росли рядом с татарскими, со школьниками, с татарами, с марийцами, воспитывалось с такого маленького возраста именно уважение к культуре всех народов, с кем мы рядом живем. И очень рад, что сегодня вот такие мероприятия наши помогают нам друг с другом встретиться, общаться по-теплому, по-дружески. И дает, естественно, уверен в том, что очень хороший импульс, чтобы развивать культуру наших народов. И еще в дополнение хочу сказать, много лет занимаясь музыкальной культурой, концертной деятельностью, у нас Гильман Касимов, проживающий в Болезинском районе проживает.
Вы знаете, пишет такие замечательные стихи, что на татарском языке, что на удмуртском языке. И на эти стихи Гильмана Касимова заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Удмуртии Геннадий Кузнецов столько прекрасных песен написал, и они стали такими популярными песнями. А слова именно написаны Гильманом Касимовым. И таких примеров очень достаточно много. И думаю, что в будущем такие вот наши мероприятия и будут помогать и развивать национальную литературу всех народов. Здравствуйте, дорогие коллеги, партнеры, дорогие, все участники этого замечательного мероприятия. То, что оно замечательное, я знаю, потому что вот, практика проведения таких мероприятий, таких совместных творческих вечеров уже давно в наших взаимоотношениях существует с Национальной библиотекой, с национально-культурными объединениями. Ну, что я хотела бы сегодня сказать, вот уже Татьяна Валентиновна отметила, что у татарского народа очень богатая духовная и материальная культура, многовековая история, очень уважаемые и серьезные такие традиции и обычаи. Но сегодняшнее мероприятие, оно содержит в себе не только эстетическую культурную функцию, оно направлено на возрождение, сохранение, развитие и поддержание всех национальных культур и языков. Так заявлено в программе, потому что национальная культура сегодня в тесной взаимосвязи с другими культурами. Да? В программе такое есть, я видела. Спасибо вам, Фнун Гавасович, за то, что вы организовали совместно с библиотекой такое мероприятие. И очень отрадно видеть, что в зале сегодня присутствует молодежь. Конечно, ее не очень много, но хорошо, что она сегодня есть, потому что вот в последнее время молодежно-читательская аудитория, она меняется, и сегодняшняя молодежь это дети достатка, и при получении максимума информации они хотят затратить минимум усилий, да, то есть в приоритете картинки, на клавиатуре это смайлики, это вот такие, да, скоро, наверное, так молодежь у нас будет только общаться, а вот такие мероприятия, они как раз вызывают уважение и интерес именно к литературе вот такой книжной, потому что замеры социологические показывают, что современная молодежь на прочтение книг, журналов, просмотра телепередач затрачивает в день где-то от 3 до 8 минут, а на интернет и соцсети тратит 6-8 часов. Поэтому, если мы хотим передать молодежи какую-то нужную, патриотическую, полезную информацию, то надо понимать, что это вбрасывание в аудиторию буквально на 3 минуты. Поэтому вот такой формат, таких творческих встреч, в такой камерной обстановке, когда можно живьем увидеть настоящих писателей, да, авторов произведений, это очень важно. В общем, я хочу сказать, что это мероприятие, оно воспитывает. Спасибо вам. Ну, первым делом, такое волнение, когда заходишь в филармонию, но здесь с 1991 года до 2008 года здесь находился Татарский общественный центр во главе с Москвой Гаратуевым, вот здесь Хамида Харисовна, из тех вот Василия Харисовна и многие-многие вот здесь сидящие активисты, которые и поныне сегодня продолжают работать, Рамзехан, все вот наши коллеги этим занимаются. И второе, время меняется, вот как вот вы сказали, и интернет и прочее там выхолачивает. Я первым делом, как захожу, вот сюда угол, обращаюсь, там есть книжный такой лоток, там работает Валентина Михайловна и Вадим. Я первым захожу, есть ли татарские книги? И Олег Англа, я сегодня уже 3-4 таких музыкальных произведений подыскал для вас, иншаллах. Все это есть. Они говорят, а вы купите алибу? Я говорю, мы купим алибу, заказываем вам. То есть вот сам по себе этот момент, уже он сегодня хорошо. Ну, то, что вот с нашими друзьями, нашими коллегами из Удмуртского союза писателей и Татарстанского союза писателей, когда вот озабоченные судьбой и народа, они абсолютно не отрывают судьбу любого народа и писательские системы. То есть, как Исхаки в свое время сказал, исчезновение любого народа идет по 4 фазам. Вначале народ отворачивается от религии, потом теряет мораль, потом теряет язык, потом исчезает сам. Поэтому сегодня мы, вот, как видите, религию, алхамдулилля, возрождаем, церкви, мечети строятся, там
без спиртного проводим все мероприятия. И сегодня здесь никто не притащил ни шампанский, ни коньяка, слава Аллаху. И дальше по языку тоже таким образом. Да, сегодня на самом деле вот, Дания Ханбурханова всегда смотрит за каждую ошибку, грамматику или орфографию Яларыши, соблюдает, чтобы все это хозяйство шло у нас четко. То есть не получилось, как Элла людоедочка из 12 стульев, которая обходилась 32 всего словами, мраз, там, блеск, шик и так далее. И не надо было для выживания. В то время советский наш певец говорит, позволял, если человек был гражданином, его должны были кормить. У нас такая песня была «Алайтып кораяк, блайтып кораяк, и пир бинадарды псисевать кабраяк». Так попробуем, и так попробуем. Сходим в сельсовет, скажем, что не кормили нас. Все, вот такое. И вот такой обывательский подход, чтобы на халяву татары привыкали. Но татары вот никогда халяву не принимали. Поэтому сегодня то огромное количество труда, которое вкладывают наши поэты-писатели, наши учителя, наши работники библиотек, наши работники культуры. Я очень благодарен и нашим вот, отцам, матерям вот, в этом деле, которые вы не ради зарплаты только лишь, а бережете его по призванию. Я считаю, что вы могли бы гораздо больше денег найти, если какое-то там имущество, там, ну, все как раньше делали. Но вы не делаете, вы музей Чайковского там поднимаете и прочее, все такое. Сегодня мы все мероприятия, которые проводим, мы именно посвящаем тому, чтобы наш язык сохранился. А как только я сказал, Безден Телебезул Мандуда, Джерлуда, а народ всегда был певучий. Когда Ибн Фатлан приехал в Волжскую Булгарию в своей миссии, он удивился одному. Этот народ, говорит, разговаривает со стихами. Там все эти жители, сосед с соседкой, соседка с соседкой, сосед с соседом, у них все вот поговорки, прибаутки, все вот такое. А почему так? Потому что из Корана, из Тора, Евангелия, все эти вот звученность слов, которые Всевышний давал, через мудрости Сулеймана, сына Давида, она дошла до поколения, как надо жить, как не надо жить. Вот поэтому мы сегодня 32 словами Элла людоедочки, конечно, не проживем. И я спрашиваю наших молодежей, точно своих детей спрашиваю, ну ладно, ты выучил английский, ты выучил арабский, ты неплохо знаешь языки, там, си и так далее, пиксель, все такое. Вот по-татарскому говорят, почему ты, например, стихи пишешь на русском, а не на татарском? Я ему говорю, ну, человек говорит, прочитать. Я говорю, давай вот на русском прочитай, полюби, потом переведем и будешь читать. Пошла, да, всем. Я как сотрудница Удмуртского государственного университета очень давно уже совместно работаем с татарскими коллегами. И при университете у нас тогда еще это был факультет татарской языка и литературы. И вот в долгие периоды мы, сотрудники, вместе с ними и занятия проводили, и анализы. Вот как раз Василия Харисовна очень хорошо озвучила сопоставительный анализ произведений удмуртских и татарских писателей. Но сейчас это очень тоже хорошая возможность получилась сотрудничать при социально-республиканском колледже, где тоже есть отделение татарского языка и литературы, и сейчас очень хорошо тоже восстанавливается преподавание удмуртского языка и литературы. Сейчас уже тоже это выделили часы, и вот очень хорошая возможность вот провести вот такие вот работы в сопоставительном анализе. Я сегодня хочу очень коротко сказать роль и значение татарской литературы и татарского народа в развитии культуры и искусства удмуртского народа. Мы, удмурты, всегда благодарны татарскому народу. Ведь посмотрите, Казань для нас, удмуртов, и не только для удмуртов, для финно-угорского народа, является как бы кузницей для становления таких интеллигенции и просветителей. Если взять еще дореволюционный период, в Казани вышли все наши общественные деятели. Это начиная с Ивана Михеева, Ивана Яковлева, Шальчиаки, это наша первая поэтесса Удмуртии, тоже это получила хорошее образование в Татарстане, Тракай Борисов, Кидра Митрей,
Максим Прокопьев, и если вот перечислить вот этот дореволюционный, революционный период и вплоть до сегодняшних дней, наши специалисты обучаются в Казани и в Республике Татарстан. Если взять вот наших ведущих композиторов, Карепанов Камский и Александр Германович Карепанов, Герман Афанасьевич Карепанов и все другие ведущие, и художники, Семен Николаевич Виноградов, народный художник Удмуртии, все они получили и получают прекрасное образование в Татарстане. Поэтому, если я выступаю вот где-нибудь в Казани на конференциях, то всегда с благодарностью выражаю благодарность нашим соседям татарам. Я сегодня на это вот мероприятие, как у татар принято, пришла тоже с подарком. Сегодня у нас то есть это нынче у нас год литературный. И вот как раз к году литературы вышла у нас книга, посвященная эта книга Гаю Сабитовичу Сабитову. Почему именно я сегодня принесла эту книгу? Так как это Гай Сабитович Сабитов у нас тоже уроженец Татарстана. И он тоже прекрасное образование получил в Казани. Первое образование получил финансиста, экономиста в Казани. И здесь это получил уже педагогическое образование. Дальше продолжил образование еще в Москве. Именно Гай Сабитович Сабитов и Михаил Петрович Петров у нас в области литературы открыли переводческую школу. Они огромную роль выделили для переводчества. Понимали, что именно взаимопереводы, взаимочтение литератур обогащает и культуру, и литературу, и она является важной составляющей частью в образовании и связи между народами. То есть Гай Сабитович Сабитов перевел очень многих классиков, начиная с Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Хасан Туфана и современников Роберта Миннулина и далее. Дорогие коллеги, не буду это многословным, я сегодня татарскому обществу сделаю такой подарок, пусть у них тоже хранится вот такая книга, потому что Гай Сабитович Сабитов, он у нас это как бы имеет двойное гражданство, и Татарстан, и Удмуртия. Благодарю за внимание. Я хочу немножко одомашнить нашу встречу. Я хочу, чтобы вы немножко улыбнулись. Потому что, знаете, когда я был совсем молодым, а это было, я был еще брюнетом, а не теперь как Ибрагим Бектал или Ренат Бактал. А кто у вас из три мушкетера у нас? Гимран Сафин кайда біздің? Москвадан нәрсен дәшлес? Анда ақша гүңне көп бер. Шулайды. Вот, три мушкетера, я их называю. Это мои очень хорошие друзья. Татар Шарайлар, Язычилар, Ренат Баттал, Ибрагим Бектал, Гимран Сафин. Я никогда не забываю трудные моменты, они мне всегда протягивают руку дружбы, взаимопомощи. И для меня большая честь поговорить с ними, потолкаться лбами, что случилось, что будет и так далее, и так далее. И вот, значит, когда я был совсем еще молод, мы поехали в экспедицию в Мари-Турейский район Марийской республики. Я немножко цитату из моей статьи, выступления скажу. Представляете, такая ситуация была, которую мне никогда не забыть. Я буду повторяться, но принимать учения. Я совсем еще молодой студент, потлатый, волосы до плеч. Вот. Матушка меня называла Седун, значит, чернец такой, весь черный. И потом и в армии, и в других местах, и татары, и Кавказ, и Средняя Азия, все ко мне приходили обниматься, ассалям алейкум, всегда говорили. Вот. И я увидел картину гармоничного человеческого общества. Это было Харлагандан, Джанып-Удмуртский, Мари-Турейский район Марийской республики. Около магазина стояли три женщины. Татарка,
Марийка и удмуртка. Очень такие деликатные, роскошные, опрятные, очень скромненькие с виду. Но они бурно обсуждали вчерашние события, что случилось в клубе. Там мальчики не поделили девушку-красавицу, выяснили это довольно жестко. Вот кто кому зачем как, ну нам же, мужчинам, всегда надо показаться вот таком виде. Вот. И девочки почему-то любят очень таких резвых. Грубым дается радость, нежным дается печаль, ну поэтому, наверное, нам уж только печаль остается. И вот, значит, представляете, я видел гармоничную картину общечеловеческого устройства, которую мне никогда не забыть. Бабушки говорили очень быстро толкали в бок друг друга, шлепали по ногам, потом поправляли платочки, вот это татарской галоши блестящие. И каждая из них говорила на своем языке. Никто никого не переводил. Татарка на своем, марийка на своем, удмуртка на своем. И вот в бок толкают друг друга, вот, и вот это полный театр. Представляете? И я зачарованный смотрел, студент, раскрыв рот. И это никого не удивляло. Если у нас безнанган дашулай, татаржа озгле без блебус, это уже что-то получается, да ведь? Или яки безнанган гельман, Касинов, удмуртские стихи, прекрасные песни пишет, это удивительно. То есть о чем я хочу сказать? Самое лучшее, наверное, в наших сегодняшних ситуациях, чтобы понимать друг друга, нам надо возвращаться к своим истокам. И когда при мне говорят, что удмурты и татары это разные представители разных народов, я этому не верю. Я совершенно уверен, абсолютно уверен, что наши предки говорили на одном языке без переводчиков. Потому что настолько масса, лексическая масса языка в удмуртском и татарском схожа по ее агглютинации языка, филологи меня поймут, и по близости духа, что утверждать о том, что мы понимаем друг друга только с переводчиком, это будет неправда. Я совершенно уверен, раньше все искалось. Вот наши важнейшие историки, вот такие у них вот регалии, это 5-6 страниц читаешь, регалии, лауреатские премии. Но никто не сказал, откуда мы, зачем мы. Потом мы читаем книги, вот это происхождение удмуртов, происхождение татар, происхождение башкир. Я все читаю, но никто не говорит откуда. И вот надо смотреть, конечно же, нам на восток. На восток. Восток – единственная наша отгадка. Я совершенно уверен, что Забайкалье, Саянах – наша Родина находится. Я много общаюсь с якутскими исследователями, с бурятскими, с монгольскими. Я совершенно уверен, что Казан народов наших бурлил там. Великолепнейший плато Саян. И когда хунну бурлил этот Казан, первые хунну уходили на запад, это были наши предки. Потому что когда наши ученые говорят, что татарские заимствования такие-то, такие-то, такие, столько их много, занимают самые основные пласты нашего языка, такой пласт заимствований выдержать язык не может. У нас нет заимствований. Наши отцы и мать, то есть наши предки были едины. Я в этом совершенно уверен. Вот. Но сегодня мы говорим о литературе. И вот что интересно, когда мы говорим об экономике нашей республики, всегда у нас установка одна. Вот в Татарстане не так, вот там получше, вот там получше, вот это получше, то получше. А в области литературы я вам смею сказать, дорогие мои друзья, 12 лет татарской литературы, 2 век удмуртской литературы, и удмуртская литература никакой форы татарской литературе не дает. Каждому гениальному поэту, писателю можно сопоставить, татарскому поэту, писателю можно сопоставить удмуртского автора.
И четко определяется даже прерогатива, в частности, поэтическая. Татарская литература сильна прозой. В свое время еще Сурков говорил, татарская поэзия – это солдатская поэзия. Это не надо думать, что она такая чеканного слога поэзия. Нет, это поэзия единых идеалов народа. Когда нужно было, мы знаем, что это основа татарского народа, это кипчакская, тюркская, вот это язык табунного скотоводства, коллективного ведения хозяйства. Вот. И поэтому, рассматривая нюанс сопоставлений наших литератур, меня это все время поражает. Я довольно близко знаю татарскую литературу, в лицах горжусь дружбой с ведущими татарскими поэтами, с Разилем Валием, Ренатом Харисом, Ракаилом Зайдулла, Робертом Миннулиным, Равилем Файзулиным, многими другими. В Казани всегда меня встречают по-дружески, тепло и светло. Вот. И я много думал, а почему же так могло получиться, что это хорошо или плохо не рассматривается, а рассматривается тот нюанс, что мы, видно, вошли в мир разными наследствами, но жизнь сегодня заставила нас всех держаться близкого ранжира. И поэтому, когда мы говорим великих татарских поэтов, как Хасан Туфан и других поэтов, то тут же встает на весы Флор Васильев. И в некоторых моментах он перевешивает. Это удивительно, это прекрасно. Это еще в 70-е годы, когда совсем молодыми татарские поэты только давали знать о себе. Это Зульфат, это Мударис Аглямов, это Равиль Файзуллин. Слово благословения в Москве в журнале «Дружба народов» дал им Флор Васильев. Флор Васильев был уже в силе тогда, и он представлял эту тройку, которая стала основой. 3 богатыря появились в татарской поэзии. И рядом с ними Разиль Валиев, и рядом с ними Роберт Миннулин. Есть сейчас прекрасные молодые авторы. И мы всегда, в отличие от каких-то наших ревностных экономических понятий, я помню беседы с прежним главой нашей республики, президентом Перу, Александром Александровичем Волковым, он всегда говорил, нет, Татарстан нам не указ. Ну, наверное, так тоже нельзя. Потому что, когда я зашел к прокурору Татарстана, еще действующему, он меня встретил на чистейшем генерал-удмуртском языке, который на нюансах. Удмурты так не знают. Амир Фахразевич. Да? Амир Фахразевич, да ведь? Он работал в газете «Алнасский колхозник» 2 года у Ишматовой, фотокорреспондентом, журналистом, и потом уже поступил в Харьковский юридический институт. Это поразительно. И вот, ну а о литературных наших связях, конечно же, здесь мы говорили и о Шальтиаки. Великолепнейший классик мировой поэзии Ашартиаки написала 37 стихотворений шедевров. 37 стихотворений. А насколько хорошо, отлично перевел их прямо ласточкой закинули. Эй, десенси, негежергейсон, протоптался из аремут меме. Это же чудо! Ты спросил, зачем ты мне стихи пишешь? Вот, он юадмалистым марлым онку бурёс божесько. Вот. И, к сожалению, вот надо один нюанс, я не удержусь сегодня. Взаимных переводов у нас татарской и удмуртской литературы немало. Довольно-таки много. Иншаллах, Гай Сабитович у нас много работал. Я его очень люблю, уважаю. Он работал с прямого текста. К сожалению, в татарской литературе, кроме Гильмана, Касимова и других авторов, я, наверное, точности не смогу сказать, кто знал бы в нюансах удмуртский язык. Но знание Гильмана Касимова исчерпывало всю массу. Насколько он тонко знает удмуртский язык. И, к сожалению, вот один нюанс есть, который я не могу не сказать. В 1960 году вышел роман Михаила Петрова в переводе, блестящем переводе, блистательным, я читал его, Нури Арсланова, Иске Мултан Михаила Петрова. 1960 год, Татарстан, Китаб Нашриаты, чудеснейший перевод.
Вот. И после этого, и и это моя книга, недавно вышедшая в Казани, Ахканатлар Булса, Ахбакрыловский. Еще, я скажу вам по секрету, готовится моя новая книга, тоже в Казани, Татарстан, Китаб Нашриаты, через Министерство культуры Татарстана. Вот. Практически сегодня мы не можем сказать, что вот этот роман, отдельная книга, и книга вашего покорного служения. Я, может быть, меня ученые такие очень пунктуальные поправят, практически отдельных изданий книг удмуртских авторов в Казани не выходило. Вот. Несколько всего лишь книг. Обвинять ли в этом Казань? Это бессмысленно. Как говорят, не плачущему дитяти соску не дают. Буквально я недавно был в Казани, и у нас были деловые встречи с прекраснейшим татарским поэтом, общественным деятелем Разилем Валиевым. Я его знаю очень давно. У нас, знаете, вот какую бы должность писатель-поэт не занимал, мы всегда находим общий язык. Мы также встречались с героем социалистического труда Багратом Шингубом в Абхазии, потом еще с другими, с председателями регионов. Мы всегда находим общий язык. Пусть это будет просто поэт из района. Потому что у нас есть объединяющая эта литература. Это Биат Ханум, как я всегда говорю. Потому что она женского рода. И знаете, я что хочу сказать. В силу своей профессии я, конечно же, чаще всего сижу за своим письменным столом, как медведь в берлоге своей. И вот когда я выхожу в люди, мне просто хочется каждого человека обнять, поцеловать даже. Вот, потому что, знаете, писатель без читателя не существует. И в беседе с Разилем Валиевым мы затрагивали важнейшие вопросы переводческого труда. К сожалению, сегодня я отметил прекрасных моих друзей, татарских писателей. Мы говорим о необходимости возрождения переводческих наших цехов. Ведь в те времена, я не знаю, Расул Гамзатов, мы с ним встречались в Москве, в Театре Советской Армии, с другими выдающимися авторами. И когда мне было трудно на душе, в Удмуртии говорить не с кем, я звонил Мустаю Кариму и ехал в Уфу. И мы всю ночь говорили о литературе. Я ему благодарен. Да упокоится его душа святая на небесах. И вот была прекрасная переводческая школа. Сегодня ее нет. Почему была прекрасная переводческая школа? Да потому что все она была основана на государственной поддержке. Была дружба литератур, дружба народов не на словах. Я могу сегодня точно утверждать, потому что то, что написал какой-то ногайский поэт из аула Карачаева-Черкесии, когда он выпускал книгу в Москве, моментально 250 миллионов населения от Калининграда до Владивостока знали эту книгу. Сегодня, если бы был Лев Толстой, родился в Якшурботе и выпускал бы свой роман, его никто бы не заметил. Разве мы можем так кидаться своим национальным капиталом? Вот смотрите, и теперь для маленькой физкульт-минуточки вашей покажу одну работу, которую я произвел. Есть прекрасное такое стихотворение. Я еще раз, почему я это предлагаю вам? Просто подумать о том, насколько важен сегодня наш перевод. Я хочу, чтобы на мероприятии звучали стихи, потому что сегодня день литературы татарской. Смотрите, какое великолепное стихотворение, какое вкусное, какое доброе, какое светлое, какое философское. Я просто ревную автору, что он написал, кажущееся таким простым, но таким глубоким стихотворением. Стихотворение Юлларым. Юлларым, 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 Юлларым уралган буранга, уйларым, уйларым, уйларым,
Кагылма, ярама, сырама. Кырларым, 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 кырларым шатлыгы тургайлы. Урманым, 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 ул мина гөлбахат юрады. Инешем акшишмем тауларым, талларым, кырларым, кошларым. Мен сезде күпме жей-жейледем, мен сезде күпме кыш-кышладым. Мен кеттем, калдыгыз, калдыгыз. Юлларым ик якын дусларым, ин якын дусларым. Эх, эзер йортымда, юлымда, жырларым, жырларым, жырларым. Это чудо! И вот переводят его на русский язык. Вот такая маленькая лаборатория. Дороги стихотворение называется. Леса, родники и дороги в привольном родимом краю. Как много, однако, как много вмещается в душу мою. Хоть я и не лезу в пророки, родные, люблю берега. Мир вам, родники и дороги, леса, небеса и луга. Быть может, умру я до срока, не плачьте по мне, соловьи. Ведь лес и родник и дорога вливаются в песни мои. Прекрасное стихотворение, но это не перевод Разилева-Риева. И это совершенно другое стихотворение. Я знаю этого переводчика, он прекрасен. Но, как говорят, у Шекспира было, когда оригинал хорош и копия обычно не дурна. Это не копия даже, это другое стихотворение. И вот, значит, маленькая лабораторная работа. Я беру и перевожу слово в слово на русский язык, чтобы для не знающих татарского языка прозвучало. О чем же это стихотворение? И вот такой дословный перевод проводится. Дороги мои, слушайте, дороги мои, дороги мои, дороги мои, дороги мои заметались бурана. Мысли мои, мысли мои, мысли мои, не трогайте рану моего сердца. Поля мои, поля мои, поля мои, в полях моих радость ожаворонилась. Тургайлы. Это прекрасная фраза Тургайлы. Мой лес, мой лес, мой лес, он всегда посылал мне счастье. Речка моя, мой белый родник, моя гора, ивы мои, поля мои, птицы мои, сколько я с вами летов летовал, летов летовал. Это же чудо! Сколько я с вами зим зимовал. И я ухожу, вы остались, остались, мои дороги, мои родные друзья, остались в доме моем, дорогой моей, песни мои, песни мои, песни мои, жерларым, жерларым, жерларым. И вот, когда переводишь уже на родной язык, берешь оригинал. И такой, я перевод стихотворения сделал на удмуртский язык, русский перевод вот, вы читали. И не могу удержаться, я перевод делал, но тут я открою маленькую тайну, без Рената Бабкала никуда. Я его спросил, правильно я мыслю, он сказал, подтвердил, да, его мнение для меня закон. И стихотворение такое, «Шурес Йосы», «Юлларым», «Мои дороги». Чудеснейшее стихотворение. «Шурес Йосы, Шурес Йосы, Шурес Йосы мынам». Шурес Йосы буран тылем пелтылемын, малпан Йосы, малпан Йосы, малпан Йосы мынам. Эни сталети яразе шулемыштым, бусы осы, бусы осы, бусы осы мынам. Бусы осам шумпотыне тюрагайо, арамае, сикено нюлесе мынам. Шудзе бурзе шот ясы шашкайо, шурено гурезе, тадюшмесе. Батьпосы, бусосы, бурдосы, коня монтиредин, гуже малляй, гуже мьосе, коня осе монтиредин, тол екежет йосе, мон кошкемен тыкриды, шурес йосы, гажан юлтош йосы, юртам на шуресам порелиды, кырджан йосы, кырджан йосы, кырджан йосы. И, конечно же, в свое время, к тысячелетию города Казани, 7 поэтов, ведущих поэтов Татарстана, я имел честь перевести, в основном с оригинала, Радив Гаташ, Зульфат, Зинур Мансуров, Роберт Миннулин, Равиль Файзуллин, Ренат Харис, Ильдар Юзеев. И от своего сердца посвятил
тысячелетию города Казани. За что, тут уже и признаюсь, был отмечен медалью тысячелетия города Казани. Вот. И теперь одна из самых главных работ, это Габдулла Тукай, Шигерляр. И когда мероприятие начинали этой песней, Тугантель. Тугантель это Тугантель, и про Габдулла Тукая можно говорить много. Мне так хочется какую-то отдельную встречу, чтобы у нас была такая беседа была, Тугантель. Вот удмурты ведь Габдуллу Тукая считают своим поэтом. Да, это удмурт, родился там, в Варском районе, могила матери там, в Балтасинском, все. Потому что, и когда я говорю это татарским поэтам, ведущим в Казани, они невероятно радуются этому. И Разиль Исмагилович говорит, так это же хорошо, говорит, что удмурты считают своим нашего Тукая. Потому что поэт, он переходит все границы, на самом деле. И только тогда он представляется гениальным, когда он понимает всех. И Тугантель, и матуртель, смотрите, какой звук. А ведь стихотворение было написано только для детей. Вот так, вроде бы игрушечное. Но гений не может написать только игрушечное. И такое стихотворение я перевел на родной язык его. Я видел переводы, но мне кажется, что мой перевод, он наиболее близок к смыслу. Потому что, знаете, даже в ошибках своих автор имеет право говорить о своем. Вордским кылы, тон васяшкон кылы, аная кылмы, кычел тон себе. Узерет пырывань дунья езвалашкомы, как и езвет таса. Анаймы кырдянас чебердевыш тылис, выжикл зепись анай лейстон лусайк валашкис. Вордским кылы, тонен сежат, лёг яжлань вам шёсме, шум потон метан бордьялят, югыт карит мазман ёсме. Вордским кылы, тонен верай кылдытышлы ныршети вешме, эйн маре, эн кушты анайме, эн кушты лимоне, эн кушты анайме. Это Габдулла Тукай, Бизненгапуш. И, дорогие друзья, татарская литература Удмуртии стала фактическим явлением. А ведь в свое время ее практически не было. Вот. Она стала фактическим явлением. И я очень радуюсь, что прекраснейшие поэты, это три мушкетера, как я их называю, три богатыря наших, Ренат Баттал, Ибрагим Бектал, Гимран, ну и еще девочки Воткинские, сыны Гузели Исхакова, они оформили уникальные явления с помощью Флунга Басхи, моего старого друга, не старого, а старинного. Вот она стала фактом литературы и истории. И вот мы сегодня являемся свидетелями того, что мы что-то делаем. И, конечно же, знаете, у меня есть мечта. Я хочу сделать антологию татарской поэзии Удмуртии на 3 языках. С моим переводом на русский язык, на удмуртский язык и на языке оригинала. Чтобы по примеру тех бабушек из Карлыгана, каждый из нас говорил на своем языке, и каждый бы понимал его. И только тогда, я думаю, мы будем говорить о расцвете и сближении, совершенно ясно ощущая плечо друг друга рядом. Düşlerim
думаю, татарская литература в Удмуртии у нас началось с 1991 года. Ну, до этого тоже было, но в основном, когда вот начала выходить газета «Ямарыш», вот с этого времени люди активно стали писать рассказы, стихотворения, материалы, очерки, и они регулярно печатались в газете «Ямарыш». Я 7 лет работал, вел литературный отдел. С одной страницы мы начали выпускать 2 страницы, и там все дело наладилось. И я перешел в газету «Новое время Удмуртии». Это коммунистическая газета. Многие мне говорили, что вы там будете заниматься политикой. Нет. Мы открыли литературную страницу. Вот уже 2-й год, 2 года уже почти будет скоро. Выпускаем страницу на татарском языке. Только и на удмуртском. Ну, на татарском языке только за прошлый год вот мы публиковали 36 рассказов, более 100 стихотворений, поэму от Ибрагима Биктола и очень много других материалов. Сейчас у нас у нас проживает в Удмуртии 6 членов Союза писателей Татарстана, 3 члена почетные члены Союза Татарстана, 4 человека у нас являются кандидатами в члены Союза писателей Татарстана. В 1995 году мы организовали здесь татарское отделение при Союзе писателей Удмуртии, и вот с этого времени активно работает это татарское отделение. Сейчас я только несколько слов скажу, что как у меня дружба с Союзом писателей Удмуртии. Лично я родился в Татарстане, в Аграрском районе. До 6 класса учился в татарской школе. Ну вот в 6 классе пришел домой отцу. Я говорю, хочу в удмуртскую школу. Так как мой отец был заведующий фермой, а на ферме обычно у нас работали больше других удмуртских деревень, это Харашишма, там, Маважи и тому подобное, Алнарского района. Там только через Иш. Ну, отец послушался меня и пошел в Удмуртию, в Алнарский район, в Плюшурминскую среднюю школу. Ну, там Зоя Павловна, директор школы, приняла меня. И я с 6 класса обратно пошел в 5 класс. И с 5 по 10 класс вот учился в удмуртской школе. Кстати, в школе мы вместе учились, вот генерала называл Кафиль Амиров, прокурор Республики Татарстан. Мы и сейчас вот дружим с ним, вместе учились в одной школе. И у меня, конечно, это отражалось в своих стихотворениях, рассказах, очерках о дружбе удмуртского и татарского народов. Я только вот очень длинное стихотворение прочту только, и все поймете, только последний куплет. Исем китми, алтын мәрҗәннәргә, дуслык үзе бәхет, ул зурлык. Шулай булсын, татар удмурт өчен, удмурт татар өчен горурлык. Удмуртия родина многим народам. Если не удмурты, русские татары. Веками ведем сердечные разговоры. Нам выпало великое счастье, единство. Радует нас судьба нашей везения, долголетие порука наше братство. Кстати, эти строки я видел где-то в интернет, где-то попало в какой-то блог. Непонятно, наверное, да. Вот. Родному Ижевску, значит, я тоже посвятил. Ижевск, Ижевск, я сын твой случайный, игрой судьбы к тебе, как путник забрел. Прикипел я крепко и души не чаю. Ты стал домом мне, где я счастье обрел. Ижевск, Ижевск, ты меня обнял, принял, надежду лелеял и нежно ласкал. Твое ясное небо дало душе крылья, и глаз моей музы звонко зазвучал. Ижевск, Ижевск, ты со мной всегда. Ижевск, Ижевск, ты моя судьба.
Вот. Вообще, татарам благосклонна, значит, Удмуртия. Есть у нас библиотека имени Мусы Джалиля. Ну, про это я тоже написал вначале на татарском, потом на русском. Дом книги, ты площадь истории, ты в памяти хранишь Джалиля. Зовешь нас вершинам вновь и вновь, волнуешься племени, душу и кровь. Живи ты в веках, дом святой мудрости, пламя возродится тебя благодаря. Ты чрево духа и школа добра, ты дня грядущего светлая заря. Она действительно, библиотека, достойна этих слов, потому что очень много работает, очень много. Вот. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, своим татарам я, значит, свое слово и на татарском, и на русском написал. Прощальные стихи. Вот. Типа того. Прощай, род славный, род мой татарский, скоро сейчас разлуки, я уйду. Какое качество, не знаю, перейду. Как же там мне быть долго без тебя, до нашей встречи, до судного дня. Быть высшей воле, стать мне травою, о, мое бессмертие, татарником я прорасту. В стародавние времена великим считался тот народ, тюрками звались племена, кто имел волю и знатный род. По материкам ныне сотни племен, крови тюрков воздух напоен. Я так написал напоен, может напоен. Становилен слухом из сотни наречий, выделить музыку тюркской речи. Вулканы, потопы, вождей прегрешений явили миру примеры разрушений. Пали государства, слово в океане, терпели их суда, кораблекрушения. Расцвела бед многоликость. Сотни лет царила дикость, чтоб земля не пустела, чтобы красота ее владела. Бог послал миссионера, любимого Мухаммеда. Бог не забыл и Итиль-реку, и Булгарстан. Был направлен славный араб Ибн Хадлан. Мусульмане, что за явление такое? Мусульмане, люди порядка и покоя. Тот, кто ищет выход из чертова круга, среди мусульман найдет надежного друга. Свет ислама перенес счастье и достаток. Булгарстан нашел путь к земному раю. Народ мирный труженик, непоседа, не ожидал коварства от соседа. Пришел конец, замолк святой азан, горит огнем, тонет в крови Казань. С этих дней из века в век сдает экзамены татарин человек. Не выдержать бы ему такой химеры, не будет за душой истинной веры. Носил ты имя славный Булгар, терпел это горе, терпел тартар, цепи забвения и бремя тлена, крушило ты гордое племя татар. Народ ты великим прибудешь в веках, коль с тобой Джалиль, Канкай, Ильхам, Сайдаш, Тукай, Иман, Азан, Аллах. Вечная слава тебе, народ татарский, сказочный алып богатырь, в бой идущий с песней, с пляской, если жизнь не моготу. Устрой нам праздник молодецкий, проснись лето соловей, дайте танец половецкий, спойте, татары, эй!